Время новостей Татарстана на ТНВ. В студии Алексей Калиничев. Добрый вечер. 45 тысяч зрителей на стадионе и миллионы у экранов по всему миру. Двухчасовое шоу и парад 63 сборных. Буквально несколько минут назад на Казань-арене завершилась церемония открытия 45-го чемпионата WorldSkills. Ее гостем стал премьер-министр Дмитрий Медведев. Открытие игр можно было увидеть в прямом эфире на нашем телеканале. И сейчас на стадионе работает наш корреспондент Салават Мухаммадуллин. Салават, здравствуй. Как это смотрелось вживую? Чем удивило шоу? Добрый и, безусловно, особенный вечер, Алексей. Поздравляю вас и наших телезрителей со стартом чемпионата мира по рабочим профессиям. Церемония открытия завершилась буквально минуту назад. Сейчас зрители начинают расходиться, но делают это неохотно, потому что просто не хочется покидать эту атмосферу. Сама церемония открытия, шоу «Пульс», продолжалась больше 2 часов. Началось все так неожиданно с салюта. Ну и дальше традиционно в олимпийском стиле шествие всех 63 стран участниц чемпионата мира. Громче всех, естественно, здесь встречали сборную России. Давайте посмотрим, как это было. Сборная команда России. Хозяева чемпионата. И что самое удивительное, вступив в эту всемирную организацию лишь в 2012 году, прошло всего-навсего 7 лет, и уже нашей стране, в частности нашему городу, доверили проведение этого международного события. После шествия со своими флагами больше 1000 участников, которые будут соревноваться в 56 компетенциях. Началось, собственно, и само шоу. Основной упор делался на рабочей профессии. Ну и, собственно, открыл чемпионат мира по рабочим профессиям премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Давайте его послушаем. Россия впервые принимает соревнования по профессиональному мастерству мирового уровня. И мы этим очень гордимся. Здесь использовались во время церемонии открытия VR-технологии вот такие вот джедайские, можно сказать, мини-мечи, которыми можно было влиять на само представление. Также здесь была робот София, которая многих удивила. Всего выступили сотни артистов, на трибунах 45 тысяч зрителей. И, что символично, всех с началом чемпионата мира, 45-го чемпионата мира, поздравил президент WorldSkills Саймон Баркли. И особенно он отметил организацию чемпионата. Давайте его послушаем. Прежде всего, я хотел бы выразить огромную благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Путину и председателю правительства Дмитрию Медведеву, чья поддержка чемпионата выражается в их глубокой вере в ценность тренировки ума и тела для достижения целей как отдельных людей, так и всего общества. Движущаяся сцена, звук, свет, вообще вся атмосфера так отмечают это открытие чемпионата мира зрителей. Ну, собственно, что я рассказываю, давайте их сами послушаем их впечатления. Впечатлен церемония открытия. И артисты, и световое шоу, я надолго запомню это. Честно говоря, завораживающе очень, и мурашки по телу, как все только началось. Просто куча впечатлений. Очень здорово, очень масштабно, зрелищно, ярко, подвижно. Так открылся WorldSkills 2019 в Казани. И впереди еще самое интересное. Уже завтра начинаются соревнования. На этом у меня все. Алексей, передаю вам эстафету. Спасибо, Салават. Этот день был действительно очень насыщенным и ярким. И далее обо всем подробнее в нашей программе. Премьерское напутствие. Много вас, какие нарядные. Что Дмитрий Медведев сказал российской сборной перед началом соревнований, услышал Дмитрий Аренин. Дмитрий Медведев посетил Казанский техникум информационных технологий и связи, где будущие чемпионы WorldSkills куют свои победы, увидел и Сергей Хайдаров. Татарстанские ансаты, возможно, будут производить и в Казахстане. Да, он летит 300 км в час и без дополнительных баков 800 километров. О двустороннем сотрудничестве Анна Городнова.
без загвоздок и занос. То есть вот специально, чтобы это было легко удалить. Как татарстанские врачи следят за здоровьем участника WorldSkills, узнавал Рамиль Шайдуллин. Одна школа, одна страна. Увидел, как бразильцы вышивали узоры на тюбетейках и чем еще удивляли иностранцы в казанских классах, расскажет Салават Мухаммадулян. Так совпало. Сегодня в России День государственного флага. С этим президент Рустам Минниханов традиционно поздравил жителей в своем Инстаграм. В его аккаунте можно увидеть вот такое фото. Бело-сине-красное небо. Официальное поздравление направил председатель Госсовета Фарид Мухаммедшин. Государственный флаг не просто общенациональный символ. Это свидетельство нерушимости традиции, олицетворения могущества нашей Родины, говорится в обращении. Праздник отметили сегодня по всей республике. У стен Казанского Кремля развернули российский триколор, всем дарили воздушные шары, посветили рисунки на асфальте и раздавали прохожим бело-сине-красные ленточки. А в школе номер 23 Казани специально к празднику испекли торт. Главные цвета страны повсюду и в Челнах. Тысячи ленточек с триколором разлетелись по всему Автограду. Российский флаг состоит из 3 цветов: белым, красным и синим. Я приехала из города Екатеринбург. Мы с семьей приехали как раз на чемпионат WorldSkills. Очень здорово попали, что сегодня День российского флага. Гуляем вот как раз по Кремлевской площади. И удачная возможность порисовать, получить вот шарики в подарок. Сколько средств ушло на проведение 45-го чемпионата WorldSkills? И сможет ли Шанхай переплюнуть Казань в организации соревнований? Эти и другие вопросы обсуждали сегодня в медиацентре «Казань-Экспо». На встречу с журналистами из 50 стран мира приехали первые лица чемпионата. По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, денег на проведение этого события не считали. Большой вклад внесло федеральное правительство. Более 2,5 миллиардов выделили работодатели. Интересовало российских журналистов и то, как WorldSkills вписывается в нацпроект образования и повлияет ли чемпионат на развитие рабочих профессий. Уже сегодня 59% наших выпускников выбирают среднее профессиональное образование. Я хочу сказать, что в предстоящие годы у нас будет создана сеть из не менее чем 100 центров опережающей профессиональной подготовки, которые будут координировать работу по новым профессиям, по профессиям будущего, которые востребованы на рынке труда России. Ценным является не только предстоящий чемпионат, но и то плодотворное влияние, которое оказывает движение WorldSkills на развитие рабочих профессий. На базе профильных образовательных учреждений в республике совместно с ведущими предприятиями республики создано 37 ресурсных центров подготовки рабочих кадров. К слову, следующий чемпионат WorldSkills в 2021 году примет Шанхай. Представители СМИ из Китая спрашивали, какие надежды питают организаторы уже сегодня. Каждый чемпионат WorldSkills, который мы проводим, отталкивается от успеха предыдущего. У меня нет никаких сомнений, что для делегаций и наблюдателей из Китая размер и масштабы события в Казани будут хорошим уроком. И они будут использовать его, чтобы сделать в 2021 году воистину успешное мероприятие. О рекордах WorldSkills в России читайте в материале интернет-газеты «Реальное время». А завтра для участников наступает день соревнований. Сегодня, еще до церемонии открытия чемпионата, готовность российской сборной проверил Дмитрий Медведев. Наша команда наряду с Китаем и Бразилией одна из самых многочисленных. Бразилия включилась в движение WorldSkills еще в 1981 году, Китай только в 2010-м, Россия и вовсе всего 7 лет назад. Тем не менее, наши участники готовы побороться за золото. Какие напутствия им дал премьер, расскажет Дмитрий Аринин. Такой командный дух и трудовой клич у нашей сборной. Заряд напутствия молодым профессионалам сегодня дал и Дмитрий Медведев. Здравствуйте. Много вас, какие нарядные. Естественно, за вас будем болеть. Поэтому я вам желаю успехов,
удачи, максимальной концентрации и в то же время желаю преодолеть то, что всегда является врагом любого достижения. И на этих соревнованиях тоже волнение. Удачи вам! Наша сборная на этом мировом чемпионате одна из самых многочисленных. Страну будут представлять 63 юноши и девушки из 25 регионов, в том числе 14 татарстанцев. Предстоят личные и командные соревнования. Патриотизм сильно развит. У нас частенько такое вот бывает, когда мы сидим в кричалочке, там вот это, там мы в Казани, чтобы победить. Да, такое частенько бывает у нас. Кричалки классно работают. Конечно, бодрят. Это чувствуется вера в команду, вера в страну, когда такие люди нас поддерживают. За месяц буквально до мирового чемпионата нас выбрали из 4 человек. И вот. Что думаете по поводу вашей пары дуэтов? Сработались? У нас, самое главное, у нас есть, у всех людей свои плюсы и свои минусы. У нас слажена так команда, что у нас нету минусов вообще. На Казанском чемпионате мира, как и 2 года назад в Абу-Даби, россияне считаются одними из фаворитов. На прошлом мировом чемпионате сборная России, завоевав 32 медали, заняла первое общекомандное место. С тех пор показатели нашей сборной пошли в гору. Стало больше центров подготовки, через них прошло больше людей, что самое главное, выросли показатели успеваемости. Уже 16 года мы добрались уже до таких деталей. Здесь различное образование в комплексе, различные международные сообщества, экспертные сообщества России. Довольно серьезно. Что и где предстоит участникам соревнований, Дмитрий Медведев посмотрел, обойдя павильоны. Отдельно становился у стендов Татарстана и Росатома. Дмитрий Аверин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Роботы-футболисты, тренировки айтишников и площадки, где молодые профессионалы куют свои будущие победы. Все это Дмитрий Медведев увидел в Казанском техникуме информационных технологий. Это не только тренировочная база WorldSkills, это трамплин в будущее. Каждый 10-й участник сборной страны учится именно здесь. Как работу центра оценил Дмитрий Медведев и почему разговор зашел за китайский Huawei, знает Сергей Хайдаров. Мы отрабатывали автоматизацию процесса. Сделал все, что надо. Молодец. Современно, технологично и сделано руками юных профессионалов. Именно с робототехники началось знакомство Дмитрия Медведева с центром компетенции WorldSkills. К примеру, это робот-мусорщик. Его собрал 16-летний Иван Сагорин. Должен определять цвета контейнеры, должен понимать знаки дорожного движения и светофора. Прямо сейчас мы находимся возле тренировочной площадки, которая вызывает наибольший интерес у детей. Как видите, молодежи здесь много. Ребят, вам здесь нравится? Да! А почему им здесь нравится? Так потому что здесь есть все, что по-настоящему любят маленькие мальчишки. Это роботы, которыми можно управлять, и они еще при этом играют в футбол. Лего. Дмитрий Медведев и Рустам Минниханов тоже посмотрели футбол будущего. По мнению председателя правительства страны, это затягивает. Это интересно, я думаю, что ребята от этого не оторвать. А это уже тренировка айтишников. Дмитрия Медведева знакомят с теми, кто создает мобильные приложения. Он в этом году был чемпионат России, его пригласили в Москву работать. Когда его пригласили в Москву работать, я подумал, зачем отпускать такого сотрудника, и его обратно в Казань приманили. Поговорили и о самом актуальном в IT-индустрии. Так речь зашла о операционных системах и китайском Huawei. Сегодня экосистема мобильных приложений в мире будет сильно расти. Мы видим, что ситуация, например, известной китайской компании и американских властей, которая привела к некому противостоянию, является собой теперь третью новую операционную систему в мире. Нет, ну это очевидно абсолютно. Они породили наши друзья американские ситуацию, когда наши китайские друзья будут делать все, чтобы их система была самостоятельной, самодостаточной. Все увиденное председателя правительства, если не удивило, то понравилось точно. На сегодня Казанский техникум информационных технологий и связи – это часть движения WorldSkills. Не только тренировочная база, но и поставщик чемпионов. Каждый 10-й участник нашей сборной на предстоящем чемпионате учится именно здесь. Сергей Хайдаров, Ринат Сафин, ТНВ, Казань.
Чемпионату в Казани приковано внимание всей страны. Об этом Дмитрий Медведев сегодня рассказал Рустаму Минниханову на рабочей встрече в Казанском Кремле. Рустам Минниханов поблагодарил руководство страны за поддержку в подготовке к мировому чемпионату и реализацию нацпроектов. В них за 3 года было вложено 54 миллиарда рублей. Из них 35 – это средства федерального бюджета. Дмитрий Медведев, завершая встречу, вновь остановился на важности выполняемой в последние годы работы, одна из которых – текущий чемпионат. Честь моей должен поблагодарить вас, правительство, за ту поддержку, вот то, что мы увидели. Конечно, без федеральной поддержки было бы невозможно. Знаете, я думаю, что главный результат чемпионата мира по профессиональному мастерству, который пройдет в Казани, будет заключаться в том, что огромное количество молодых людей, девушек и юношей получат мотивацию для того, чтобы в рамках специального, среднего, профессионального образования, для кого-то потом высшего образования, обучиться принципиально новым технологиям и войти в будущее именно с такими навыками. И сегодня Дмитрий Медведев и Рустам Минниханов в режиме видеоконференц-связи дали старт второй установке по первичной переработке нефти на Танеко. Участие в мероприятии также принял министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Генеральный директор Татнефти Наиль Маганов отметил, что высокий уровень технологий позволяет перерабатывать нефть на 99%. В итоге получается 84% светлых нефтепродуктов. Почти 10 лет назад мы открывали первую установку. Видел я и как вы запускали другие новые производства. И, что для правительства Российской Федерации исключительно важно, для стабилизации цен на внутреннем рынке топлива. Вот эксплуатацию установки успешно произведем. Спасибо. Поздравляю вас с успешным запуском. С министром труда Франции госпожой Мюриэль Пиньяко встретился сегодня утром Рустам Минниханов. Делегация прибыла в Казань для участия в чемпионате мира по профмастерству. Президент поздравил коллег с тем, что в 2023 году Франция будет принимать соревнования у себя и предложил поделиться опытом в части его подготовки и проведения. В ходе встречи обсуждались также перспективы сотрудничества Татарстана с регионами Франции. В Казахстане, возможно, будут производить казанские вертолеты «Ансат», а КАМАЗ готовится к строительству совместного завода. В Татарстан сегодня прибыла и правительственная делегация Казахстана во главе с премьер-министром Аскаром Маминым. В аэропорту Бегишева их встретил Фарид Мухаммедшин. Гости посетили основные производственные площадки республики. О чем договорились? Об этом в репортаже Анны Городновой. Погодой, сладким чак-чаком, караваем и дружескими объятиями встречает Татарстан гостей из Казахстана. Экскурсия на КАМАЗ – одна из первых. На данный момент собираем клапан АБС. Тормозные системы. Да, для тормозных систем. Завод двигателей, конвейер сборки кабин, готовые грузовые машины. Гости посмотрели весь процесс производства. Премьер-министр Аскар Мамин посидел за рулем, а позже встретился с легендарной командой гонщиков КАМАЗ-мастер. 8 секунд до 100 километров. КАМАЗ и казахстанская компания «Агромаш Холдинг» уже плотно сотрудничают. Один из проектов – строительство завода по производству редукторов, мостов, грузовых автомобилей и спецтехники. Одна из целей визита в Татарстан – изучение успешных промышленных проектов, а также расширение взаимодействия в нефтеперерабатывающей отрасли. В Нижнекамске делегация посетила комплекс «Танеко». Это салон. С берега Камы на Казанский вертолетный завод. Прямо на летном поле гостям продемонстрировали VIP-ансат с салоном повышенного комфорта. Он летит 300 км в час и без дополнительных баков 800 км. Очень хорошая машина получилась. Интересно для нас. В Казахстан уже поставлено 43 вертолета гражданских и военных. В цехе делегации показали, как строят легендарные Ми-8-17, новейшие Ми-38 и многоцелевые ансаты. Маневренный, легкий медицинский ансат. Помощь пострадавшим здесь могут оказывать прямо в полете. Спрос на эту модель не только в регионах России. Интересуются ею и в Казахстане. Возможно, именно там откроется производство ансатов. Это проект, который полностью поддерживается холдингом «Вертолеты России». Мы физически уже готовы к тому, чтобы организовывать сборку в Республике Казахстан.
Уже есть договоренности о том, что в модернизированных вертолетах будут устанавливать систему кондиционирования и отопления совместно с казахстанским заводом. Наши вертолеты там работают, традиционно Ми-8. И сегодня мы выходим на рынок уже тяжелыми вертолетами, новыми вертолетами и Ми-38. Протокол по торгово-экономическому сотрудничеству Татарстан и Казахстан подписали меньше года назад. В планах увеличить товарооборот до $1 миллиарда. Это не только вертолеты, машиностроение, газомоторное направление, но и IT и туризм. Анна Городнова, Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань, Набережные Челны, Нижнекамск. Главное здоровье. Во время WorldSkills участников и гостей чемпионата будут обслуживать 120 татарстанских врачей. Это без учета бригад скорой помощи. Сегодня подробностями медобеспечения в эти дни поделились в татарстанском Минздраве. Требования самые высокие. Только радиостанций для связи медиков 56, а, например, устройств для удаления занос 2000. О том, как медики живут чемпионатом, узнал Рамиль Шайдулин. То место, да, куда, конечно, не хотелось бы попадать, но в случае чего здесь можно оказать помощь. Да, безусловно, это палата интенсивной терапии, где мы оказываем помощь всем пострадавшим в критической ситуации. Врачи надеются, что до такой помощи дело не дойдет, но в палате интенсивной терапии в главной поликлинике WorldSkills готовы ко всему. Если поступает пациент с какими-то травмами, переломами, мы диагностируем для того, чтобы перенаправить в Центр высоких технологий. Марат Мазитов, заместитель главврача, а вместе с этим и сторожил всех международных событий в республике. Начинал с универсиады. Ощущение такое, что вроде бы и есть опыт проведения мероприятий, а все равно определенная настороженность по всем вопросам она существует. По данным Минздрава, в аккредитованные к WorldSkills больницы госпитализированы 10 человек. Это особо острые случаи. Остальные причины для обращения – акклиматизация и першение в горле. Для всего этого заготовлены медикаменты. Вот такой чемоданчик в обязательном порядке есть на каждой площадке или павильоне, где проходят соревнования. Их содержание может отличаться в зависимости от компетенции, но стандартно это жгуты, бинты, всевозможные лекарства. Травмоопасные компетенции дополнительно оснащены устройствами для промывания глаз, противоожоговыми наборами и специальные устройства для удаления заноса. Их будут готовы применить прямо на площадках, однако не обойдется и без докторов. На работу во время чемпионата определены 120 татарстанских врачей, не считая бригад скорой помощи. Они будут работать в Казань-Экспо, гостиницах, у Казань-Арены и в деревне WorldSkills. Рамиль Шайдулин, Азат Самигуллин, ТНВ, Казань. Зрителями самих соревнований станут тысячи гостей. Среди них и 40 школьников из Ямало-Ненецкого округа. Все они участники программы «Посетитель». На Казань-Экспо они смогут попробовать себя в любой профессии, получить советы от международных экспертов и даже найти своих будущих преподавателей. Желающие смогут увидеть и привычные сервисы изнутри, узнать, как создаются предметы и разрабатываются передовые технологии. Такой шанс получат свыше 5500 человек со всей России. Мы приехали посмотреть другой уровень, увидеть что-то новое и увидеть другие какие-то компетенции, в которых мы еще не участвовали. Повидать город, научиться чему-нибудь, поснимать, естественно, чтобы потом показать сверстникам, где я был. Может быть, благодаря, опять же, чемпионату, они как раз в эти дни определятся своей будущей профессией, увидят изнутри, увидят, насколько это востребовано, насколько это интересно, могут сами что-то попробовать. Армянские блинчики, бразильский калфак и культура Бангладеш. Так сегодня в казанские классы пришли участники чемпионата WorldSkills. В рамках программы «Одна школа, одна страна» молодые профессионалы дали мастер-классы и сами познакомились с нашей культурой. Насколько плохо играют в футбол бразильцы и что удивило гостей из Бангладеш в торгово-экономическом техникуме, расскажет Салават Мухаммадуллин. Уже не первый год сотрудничают с иностранцами и в торгово-экономическом техникуме. Сегодня в гостях молодые профессионалы из Армении и Бангладеша. Для них мастер-классы по приготовлению блинов и вкусного кофе. Так, в рамках проекта «Одна школа, одна страна» сегодня молодые профессионалы со всего мира побывали больше, чем в 50 казанских школах и техникумах. Нам все очень понравилось. Еще дополнительно узнаем про систему управления, и на наш взгляд это лучше по сравнению с тем, что мы видели в других странах. Так, самбо они сменили на татарские пляски. Теория теорией, но на практике культура познается как минимум веселее.
На лицах улыбки, в руках гаджеты. Такого приема молодые профессионалы явно не ждали. Я так кричала только что, потому что это реально круто. У вас красивая страна и культура. Я очень счастлива быть здесь. Это невероятно. Я не мог себе такое представить. Это очень мощно и красиво. Дальше больше. На входе в 113-ю школу национальные угощения. Вкусно подкрепились и снова мастер-класс. Ну когда еще казанские школьники поиграют в баскетбол с бразильскими студентами? Мы пошли дальше и попросили мастер-класс по футболу. Все же Бразилия — это родина Пеле и Роналдо. Получилось вроде неплохо, хотя мой новый бразильский друг Джим Новак до последнего доказывал, что играет так себе. Мне были очень интересны ваши национальные танцы и вообще культура. Мне очень приятно, что вы нас так встречаете. Для гостей и уроки дзюдо. Не переживайте, приемы на бразильцах не отрабатывали. В Бразилии нет таких общеобразовательных школ. У нас только специализированные образовательные учреждения. Нам приятно видеть другую систему и другую культуру. После активности мастер-класс по вышивке узоров на тюбетейках и колфаках. Мы уже их встречали несколько месяцев тому назад. Уже мы обменялись контактами и дальше будем тоже общаться. Салават Нухмадуллин, Ренат Сафин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. И это, к сожалению, все, о чем мы успеваем рассказать. Больше новостей на наших страницах в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм. Далее информация о погоде. Я прощаюсь с вами до завтра. Всего вам доброго. Это успокаивающая терапия вместе с Акбарсбанком. Примите удобное положение и расслабьтесь. Процентная ставка на потребительские кредиты со страховкой 10,9%. Не от 10,9%, а ровно 10,9%. Если вы не клиент банка, тоже 10,9%. Не больше, не меньше. На этом все. Еще увидимся. Глобальное снижение цен в автоцентре «Марка» на Чуйкова. Новый Nissan Qashqai от 1 миллиона 110 тысяч рублей. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Хочешь «Ладу» по программе «Трейд-ин»? Пожалуй, лучший трейд-ин в автоцентре «Парус». Новый год в своей квартире в жилом комплексе «Солнечный город». Казань. 222 55 00. Только в августе в автоцентре «Марка». Бери Datsun сейчас, а деньги потом. Подробнее по телефону 4 пятерки 3 семерки и на mdefisdatsun.ru. В «Белке» последняя распродажа лета. Только до конца месяца самые большие скидки в сезоне на норку, мутон, дубленки, пальто. «Белка», Татарстан 7. Хочешь получить «Ладу» за наличный расчет выгодно? Тогда тебе в автоцентр «Парус». Раньше властелином интернета мог быть только один. Он, она, оно или я. А с новым роутером Дом.ру быстрого интернета хватит на всех. И теперь мы — это снова мы. Та еще семейка. Новый роутер от Дом.ру не просто соединяет, объединяет. Хочешь «Ладу» в кредит? Пожалуй, лучшие кредиты в автоцентре «Парус». Tom qolarliq Guzel Urazova, Oydar G'alimov, Rishod Tuhvatulli ham Tatar estradasining populyar artistlari Bulg'ar radiosi bayram konsertini taqdim etdi. 30 avgust Qozon Piramida. Biletlarni sotib olishga ulgurigiz. Bayram konsertining partnyori Kanavta. Tom qolarliq Guzel Urazova, Oydar G'alimov, Rishod Tuhvatulli ham Tatar estradasining populyar artistlari Bulg'ar radiosi bayram konsertini taqdim etdi. 30 avgust Qozon Piramida. Biletlarni sotib olishga ulgurigiz. Bayram konsertining partnyori Kanavta. Только в августе Nissan с выгодой до 500 тысяч рублей. Канавта, Оренбургский тракт 209. Здравствуйте! О погоде после полезной информации. Давно мечтаете о новой кухне? Хотите качественно, в срок, да еще со скидкой 20%? Звоните в Данил Мастер 2-167-166 или приходите в Казань, Восстание 23. По данным сервиса Яндекс Погода, на юго-востоке республики облачно, местами дожди, плюс 26. На северо-востоке Татарстана повсеместно ожидаются осадки, плюс 23.
На севере Татарстана 22-24 пройдут дожди. На северо-западе республики аналогично, очень сыро, плюс 22. На юго-западе Татарстана осадков не ожидается, плюс 23. В центре Татарстана возможен дождь, плюс 22-26 градусов. Спонсор показа – федеральная сеть медицинских центров «Доктор Рост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Лучший протез – тот, что в упаковке. Говорит Оксана Кузина, автор безоперационной технологии лечения суставов. Своим пациентам мы не рекомендуем соглашаться на сложное хирургическое вмешательство. С помощью передовых технологий, без операции, мы готовы восстановить родной сустав. Приходите в «Доктор Рост». Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни без боли и ограничений в движениях можно в любом возрасте. Это успокаивающая терапия вместе с Акбарсбанком. Примите удобное положение и расслабьтесь. Процентная ставка на потребительские кредиты со страховкой 10,9%. Не от 10,9, а ровно 10,9%. Если вы не клиент банка, тоже 10,9%. Ни больше, ни меньше. На этом все. Еще увидимся. Спонсор показа – ПАО «Акбарсбанк». Акбарсбанк – это универсальный банк, предоставляющий все виды банковских операций на рынке финансовых услуг, как для частных, так и для корпоративных клиентов. Акбарсбанк – банк решений для вашей жизни. В Казани будет облачно, возможны осадки. Днем до плюс 23. Ветер умеренный до сильного. Атмосферное давление и влажность воздуха в норме. В магнитном поле Земли спокойно. Прогноз погоды представлен сетью клиник «Медэксперт». «Медэксперт» – это опыт работы 10 лет. 3 медицинских центра, врачи высшей категории, современное оборудование и методы лечения. В клиниках «Медэксперт» вы можете пройти диагностику мочеполовой системы у ведущих урологов и гинекологов, пройти УЗИ обследование экспертного уровня и получить необходимый курс лечения. А в честь нашего юбилея мы дарим 10% скидки на все услуги клиники.